О том, что в стенах этой гимназии что-то произошло, говорит только присутствие полицейских и следователей. Правоохранители контролировали весь периметр школы. Нам известно, что сейчас в школе проходят занятия, она работает в штатном режиме. И это несмотря на то, что там же проходят следственные действия. Вот то самое пневматическое оружие, которое изъяли у 17-летнего школьника. Во второй руке у него был кухонный нож, который не попал в кадр оперативников. Как нам рассказали полицейские, об инциденте им сообщил кто-то из родителей. Одна ученица отправила СМС. Десятиклассник 13 ноября 2001 года рождения пришел на урок русского языка. С началом занятия он сел за стол учителя, достал пневматический пистолет и кухонный нож. При этом никаких требований он не выдвигал. Версия о захвате заложников не подтвердилась. В 11:40 школьника задержали. С ним работают правоохранители. Никто не пострадал. Каким был мотив парня, который пронес в школу сразу два вида оружия, теперь предстоит разобраться. В школе его характеризуют только с положительной стороны. Сам по себе говорят, что был тихий, то есть вообще никакого такого не хотел. От него, то есть, не ожидали такого? Не ожидали, никто не ожидал. Понятно. И предпосылок раньше не было такого подобного? Я не слышал. То есть, скорее всего, нет. Со школьником будет работать и уполномоченная по правам детей в республике. Выяснить причину инцидента лично поручил Рустам Миниханов. Следственный комитет уже завел уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы». В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям администрации школы, ответственной за обеспечение безопасности учебного процесса. Как раз в этом следователям должны помочь камеры наблюдения внутри школы. Сергей Хайдаров, Данил Филатов, ТНВ, Казань.